Певица Марина Абросимова, больше известная под именем Максим, решила отдохнуть от напряженной гастрольной жизни в Казани. И сегодня она побывала на нашем телеканале, рассказывая о своих планах, развеяла слухи о своем завещании и попутно вспомнила, что когда-то работала здесь корреспондентом программы «Утро». Елена Чередина продолжит. Это красота и оригинальность. Этот рекламный ролик конца 90-х, пожалуй, единственное видео Марины Абросимовой, не связанное с ее сегодняшним творчеством, которое сохранилось в архиве телеканала «Эфир». Но о том периоде жизни она вспоминает с улыбкой, возможно, потому что именно здесь отчасти началась ее дорога к славе. Дима Комаров был, и сейчас остается, наверное, одним из самых главных людей в моей жизни, очень близким другом настолько близким, что, наверное, ближе никого и не было. Это ведущий. Очки. Нет, больше я не знаю слов. Именно ведущий программы «Утро», трагически ушедший из жизни Дмитрий Комаров, стал автором одного из первых хитов «Максим». Композиция «Лучшая ночь» долгое время не покидала вершины всевозможных хит-парадов. Я не знаю, как рассказать, что это лучшая ночь. В Казани Максим задержится буквально на пару дней, говорит, в планах встретиться с друзьями детства, насладиться общением с родителями, которые до сих пор живут здесь, и вместе посмеяться над историей с завещанием. Я писала завещание чисто потому, что мимо проезжала нотариуса и, честно говоря, наспор. Пошла и написала завещание, завещала кота водителю. Но это был прям прикол, конечно. Сразу после бурных выходных в Казани Максим вернется в шумную Москву, где ее ждет плотный гастрольный график. Елена Чередина, Алексей Кулешов, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».